Самый волнительный день в году. Первоклассники все как один нарядные. Аккуратные бантики, в руках букеты, за спиной рюкзаки. День знаний в этом году наступил 2 сентября, немного продлив каникулы. Сегодня не будет оценок и ответов у доски. Они только знакомятся друг с другом и с первым учителем. Наверняка многие из первоклашек накануне ночью не могли уснуть. В 10-й раз проверяя тетрадки в портфеле и новую школьную форму. Кто-то, наоборот, с утра просил маму поспать еще 5 минуточек. Все они, конечно, догадываются, что начинается новый период в их жизни. Мне моя подруга говорила, что в школе интересно, и я в это верила. И мне становилось все интереснее и интересней. Ты хорошо будешь учиться? Я надеюсь, что да. Мне бабушка прислала посылку, и в ней были банты, гольфы и разные платья, и вся форма хорошая для школы. В каком ты настроении сегодня? В хорошем. Ты здесь будешь учиться? Да. Вот что тебе мама рассказывала о школе? Что нельзя плохо себя вести, ну и даже, знаешь что, если хочешь пойти, говори, можно выйти. А ты как планируешь учиться, хорошо? Да, Знаешь алфавит, уже умеешь писать? уже умею писать. Я купил тетрадки, простой карандаш и стерку. Линейка – это особое торжество. Здесь музыка, стихи, речи. Некоторые первоклассники признались, что лучше бы остались дома, чтобы посмотреть мультики. Однако большая часть, конечно, за то, чтобы прийти в школу на уроки. Домашние задания и контрольные – все это потом. А сегодня улыбки, радость и волнение. Ведь для школьников День знаний – это нечто большее. Новые впечатления, встречу с теми, с кем предстоит подружиться и пройти 11 долгих школьных лет. Мамы, папы и бабушки, затаив дыхание, любуются первым выходом своего чада на торжественную линейку. А мы приветствуем всех вас! Перед вами первый класс. Мы стояли, долго ждали и обдумывали речь. Уж полречи мы сказали, уф, гора свалилась с плеч. Атмосфера праздника буквально витает в воздухе. Цветы, шары, азбука – первый в жизни урок, который запомнится навсегда. Это волнительный день не только для учеников и учителей. Забот прибавится и у родителей. Мой первый, единственный ребенок идет в первый класс. Мы пошли на год раньше, так получилось, что мы приехали с республики Коми, с города Сыктывкара. И здесь детки, получается, заканчивают садик на год раньше, чем у нас. Поэтому мы вот так случайно получилось, что мы попали в первый класс. Ну, она, в принципе, уже в садик ходить не хотела, она у меня такая ранняя, в школу собиралась уже давно, просто немножко бредничает, капризничает, да, так она довольна, ей нравится все здесь. Детский сад позади, впереди долгая, насыщенная школьная жизнь. Из уст первоклашек звучат первые в их жизнь стихи на правах вступивших в полноценную школьную жизнь. К новой для себя роли, кажется, и привыкать не нужно. Если шагнуть в школьную жизнь хотелось давно и всерьез. Тепло поздравил школьников с началом нового учебного года выпускник школы, спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Невероятно приятно участвовать в линейке. Поздравляю вас с Днем знаний. Прежде всего хотел бы поздравить родителей первоклашек. Для них сегодня особенно волнительный момент. Пожелать им удачи в учебе. Они погружаются в незабываемую пору жизни. Конечно же, отдельная благодарность руководству школы, учителям 14-й школы за их самоотверженный труд, терпение. Спасибо вам, вы воспитываете будущее поколение. От всей души поздравляю всех родителей и желаю успехов в учебе ученикам.
В первый осенний день начинается увлекательная, хоть и длинная, порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь ждет более 50 первоклашек 14-й столичной школы. Беззаботность, непосредственность, жажда знаний, волнение перед началом первого в жизни урока. Для детей этот день всегда полон сюрпризов. Школа готова к началу очередного предюбилейного года. Нам в сентябре 25 года 65 лет исполняется. Отремонтированы у нас 8 кабинетов под ключ, абсолютно ремонт. И все заменили, все новое. В новые классы сегодня зайдут некоторые классы. Хочу выразить благодарность главе города Беслану Федоровичу Эшба, его заместителю Астамуру Нукзаровичу Ашуба, горстрою, возглавляемый Астамуром Пипе, которые в течение нескольких месяцев в такую жару делали все усилия приложили, чтобы эти кабинеты были готовы. Спортивный зал у нас остались, тоже благодарность хочу спикеру парламента, нашему выпускнику Ашуба Лаше Нукзаровичу сказать, благодаря ему сделаны все основные работы, остались только облицовочные. Я думаю, в течение 1-2 месяцев все это будет доведено. На сегодняшний день в 14-й столичной школе обучаются около 600 детей. Однако и в этом году в первом классе нет абхазского сектора. Управление образования в начале учебного года открыло у нас подготовительный класс для всех желающих, кто хочет в первый класс пойти обучаться на абхазском языке. Пришли, к сожалению, всего 3 человека. Они весь год педагог, который должна была набрать, занималась, но, к сожалению, пошли в разные школы. В небо летят воздушные шары, а первоклашки стройными парами отправляются на первые уроки. Им раздадут учебники, а завтра первый настоящий урок и даже, возможно, первые оценки. Пожелаем школьникам отличных оценок и интересных событий в новом учебном году, а педагогам и родителям мудрости и терпения. Шазина Ханагуа, Рамо Камке, Абхазское телевидение.